Полпред президента Сергей Меликов также почтил присутствием открытия многоквартирных домов для вынужденных переселенцев из Чечни. Объекты возведены в Яндаре по федеральной целевой программе. Обеспечить жильем каждого гражданина этой категории руководство региона планирует уже через 2 года. Первую связку ключей сегодня получила ветеран Великой Отечественной войны Хадижат Плиева. Подробности в нашем сюжете. Где может быть лучше и уютнее, чем дома? Наверное, нигде. За 3 последних года властям республики удалось построить для семей, стоящих на учете как нуждающиеся, 2500 квартир. В рамках ФЦП было запланировано строительство и многоквартирных домов для вынужденных переселенцев из Чеченской республики. Сегодня они расстаются со своими трудностями. Большое количество семей, которые вынуждены были оставить свои дома перед лицом войны, через 2 десятка лет наконец обрели собственное жилье, отвечающее всем требованиям энергоэффективности и пожарной безопасности. В одном этом доме будет проживать 216 семей. Строительство этих домов было начато в 2014 году. В многоэтажках квартиры с просторными комнатами, большими кухнями и удобными подъездами. Но кроме самих квартир, скоро для жителей будут построены и другие социально важные объекты. На церемонию открытия приехал полномочный представитель президента СКФО Сергей Меликов. Хочу поздравить сегодня всех вас. Особенно отрадно, что мы сегодня это событие проводим в канун светлых майских праздников. Пусть в ваших квартирах всегда царит спокойствие, хорошее настроение, все беды и невзгоды обходят вас стороной. Пусть ваши стены новые станут для вас родными. Юнусбек Евкуров в своем выступлении отметил оказанную федеральным центром помощь, благодаря которой 1000 людей получили крышу над головой. И эти цифры с каждым годом только растут. Более 20 лет эта проблема стояла, не решалась. Сегодня она решена. И с помощью федерального центра, в первую очередь с помощью полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе президента Российской Федерации Сергея Леонидовича Меликова, его команды. Поверьте, вот эту программу, чтобы пробить, в том числе и по оползневодствованию, личное участие Сергея Леонидовича, поэтому, Сергей Леонидович, вам большое спасибо за такую помощь и поддержку. Мы только в этом микрорайоне сдали и сдаем более 1000 квартир. Такое же большое количество жилья мы будем сдавать в городе Назране, в 105-м микрорайоне. Первые ключи от новой квартиры вручили ветерану Великой Отечественной Хадижат Плиевой. Она вместе со своей семьей долго ждала этого момента. Ветеран Великой Отечественной войны Хадижат Плиева. Спасибо вам. Подарок ветеран получила в канун празднования Дня Великой Победы. Я большое спасибо говорю нашему президенту Юнусбеку за то, что к Дню Победы доставил мне квартиру. Это праздник большой, большой праздник. Жильцы этих домов говорят слова благодарности всем, кто помог возвести эти прекрасные здания. Я бы хотела поблагодарить всех за терпение, которые все-таки долго ждали этого дня. И поблагодарить нашего гостя Сергея Алимовича за то, что пришел разделить с нами это счастье, радость. Спасибо главе нашему. Я до этого момента 22 года ждал, чтобы у меня появилось жилье. Я очень доволен и благодарен. Жилье хорошее, условия нормальные. Мы очень довольны и рады. Среди тех, кто увидел, в каком доме будут жить, много семей с детьми. В гостях, конечно, хорошо, но в своем доме уютнее, говорит Дали Салсанова. Девочка с самого рождения не знала, что такое родной дом. После того, как мы уехали из Грозного, мы очень долго жили у родственников. У нас не было квартиры. Теперь у нас есть своя квартира, и мы с удовольствием будем тут жить. В домах проложили газ, а вот со светом и водоснабжением пока небольшие проблемы, которые будут устранены в ближайшее время. Жители уже могут оформлять документы. Документы завтра же дня, они могут начать обратиться в администрацию Яндаре, и мы на их имя сразу выписываем договора на них. Задача, которая стояла перед строителями, была нелегкой. Необходимо было построить добротные дома, при этом постараться угодить всем, кто здесь будет жить. И во время строительства они прежде всего думали о людях.
В 2014 году мы начали строить дома, их 5, они каркасно-монолитные, и качество материалов соответствует ГОСТу. Сегодня можно сказать, что эти люди дождались. Очень скоро вопрос переселения должен быть закрыт. Чтобы решить его быстрее, проблема вынужденных переселенцев была включена в федеральную целевую программу. В списках очередников еще немало семей. Все они максимум через 2 года заселятся в новые квартиры. Лейла Гайсанова, Хаваш Гойгов, Ахмед Парчиев. Новости 24. Итоги визита полномочного представителя президента России в СКФУ Сергея Меликова подвели на двусторонней встрече полпреда с главой Ингушетии, на которой обсудили дальнейшие планы взаимодействия в рамках исполнения поручений Владимира Путина и социально-экономическое развитие Ингушетии. Также Меликов поделился впечатлениями посещения региона и отметил хорошие результаты в части строительства жилья для беженцев из Чеченской Республики и проведения военно-спортивной игры «Зорница». Я хочу искренне выразить вам благодарность, поддержку вам и целому аппарату округа за ту помощь, поддержку, которую сегодня мы ощущаем, мы видим, реально это так есть. Буквально сегодня мы провели «Зорницу», военно-спортивную игру, собрались все команды округа. Здесь самую активную роль и в подготовке, и сопровождении сыграл и Михаил Юрьевич, и его подчиненные, которые здесь с первого дня на месте присутствовали. Готовится сейчас молодежный форум, в том числе при Таргим, молодежи международного, ежегодный молодежный форум, именно при участии, опять же, руководства округа. Почему? Потому что нам очень важно, чтобы эти форумы проходили, и мы хотим совместить их как крыло молодежного форума «Машук». И сегодняшнее совещание молодежи совет при округе, которое сегодня вы провели, тоже это важно. И те ребята, которые приехали со всего округа на этот совет, они давно не были в республике, естественно, отзывы их о республике, о том, что делать, тоже важно. Ну и плюс обмен опытом и ошибками, потому что, как вы подчеркнули. Но самое главное, это та помощь и поддержка в плане исполнения майских указов президента и перечня поручений, которые есть. Сегодня те задачи, которые перед нами стоят, мы их понимаем, видим и бесспорно будем эти задачи выполнять. Спасибо, Юнусбек Мунгеевич. Я, в свою очередь, хочу вам тоже выразить свои впечатления о пребывании сегодня в республике. Ну, безусловно, это то, о чем вы сказали. Программа по переселению жителей, вынужденно покинувших свои прежние места проживания, конечно, в республике реализуется, и мы это видим. Больше того, я хочу отметить, что программа по переселению граждан из ветхого жилья тоже сегодня в Ингушетии решается очень позитивно. И сегодня у нас Ингушетия в этом плане передовым субъектом является не только в рамках нашего округа, но и в целом в стране. Об этом мы недавно говорили с Сергеем Вадимовичем Степашиным. И, значит, в разговоре вообще в целом о ходе реализации этой государственной программы мы оба пришли к мнению, что, наверное, на сегодняшний день самые искренние слова благодарности в этом плане заслуживает работа органов исполнительной власти в Республике Ингушетия.